Пожалуйста. Ага, ведь вы сейчас сказали, что должны общественные государственные структуры, опять мы насчет средств говорим, распределять. Кому точно да их нету еще. Что делить шкуру не убитого медведя? Это же вы начали. Подождите, не комментируйте. Комментируем здесь мы. Пожалуйста. Да, вы сказали, что должны распределять средства общественные государственные структуры. Что это за структуры будут? Вот, и кому точно не дадите распределять средства? Я вам скажу. Любая помощь и сегодня должна распределяться не кулуарно, а под строгим контролем общественности. Вот почему за рубежом очень большое внимание дают общественным организациям. Потому что общественные организации, они с народом. Понимаете? Очень большое. И когда ставят вопрос какие-то общественные организации, все правительства очень хорошо прислушиваются. Это у нас здесь этого нет. Пока. Вот. Поэтому здесь общественные организации должны знать, пришло $1000. Куда эти $1000 будут потрачены? Это должно быть гласно и через телевидение, и через газеты. Все должно быть вот так вот видно. А когда это распределяется кулуарно, как это было, когда мы не знаем, сколько пришло, куда ушло, кто взял, на какие цели, мы до сих пор не знаем. Какую нам оказывали помощь, допустим, наша диаспора. Мы не знаем этого. Можно добавить. Понимаете? Вот. Если нет больше вопросов... Я хочу добавить к этому вопросу. У нас, мы все-таки из бывшей СССР, есть большой опыт у людей практики, где спичка коробка стоила 1 копеек. Имелось такие отчеты. Мы говорим о деньгах, которые поступят на фонд. Лишь бы поступило бы, а сберечь эти деньги, вести учет, слава Богу, нашему народу не занимать, потому что мы прошли школу старых. Теперь тот вариант, который говорите, то карман этого, конечно, деньги пускай поступают, извинения поступают со всех, там признают свою виновность. А если Меджлису Большое поручат спасибо. распространять? А если Меджлису поручат распространять средства? Меджлис – одна из общественных организаций, потому что сегодня за 22 года не отчитались перед тем, сколько диаспора помогла, сколько поступило денег. Могу напомнить один факт. Когда из Швейцарии 600 с лишним тонн металлоконструкции, то есть оборудование было поставлено в 2001 или в 2002 году, один из руководителей, господин Велижанский, заявил, что это оборудование для того, чтобы строить жилье для крымских татар. 2 треста было создано. В оба треста поступило практически 2 бетономешалки. И сравните, если бы это была не гуманитарная помощь, то пошлина была бы вот такая. А так пошлины нет, а дальше и отчета нет. Вы говорите, если это поступит в Меджлису, ну что ж, тогда придется нам создавать комиссию и контролировать.